Тож, я почти уверен, что Армин мечтал уже давненько перейти в хаос. Только ему было неудобно разочаровывать своих хомячков, и перед фанами Тиеста было бы неудобно. Опять сказали бы, что копирует Тиеста. Ага. Но все-таки он на это решился. Но транс все равно фигня. И он прекрасно понимает, что нового комьюникейшн он уже не напишет. Ну и слава богу, сколько можно держаться за транс, как за старую тряпку, которая уже вся дырявая и воняет. Но эти нормальные темы. Всего 6 треков, мать-перемать. Перед самым альбомом все разделились на 3 группы. Те, кто ждал новое чудесное творение, те, кто ждал, как Армин окончательно зафейлится, и тем, кому было пофиг. Вроде есть хорошие для меня треки, но есть херня какая-то. Я ждал этот альбом сильно, но прослушав его, оставив на телефоне парочку треков, мне стало сразу пофиг на этот альбом. Это бизнес, комрады, вот и все. Армин колотит бабло себе на карман, а мы шлем друг друга из-за него. Я вообще перестал слушать новые Assault и, слушая старые, постоянно выбираю для себя нормальные треки. Сейчас транс, к сожалению, не транс. Каждый сам себе решает. И тем более каждый из нас, будучи на месте Армина, тоже старался побольше заработать для детишек, женушки и себе на старость. Подписывайтесь на мой канал, ставьте пальцы вверх. Если вам понравилась моя рецензия на... Ну, если можно так назвать это рецензией на этот альбом. Если нет, то просто закройте видео. Я Бобер Джон, и я слушаю то, что вам не нужно.